Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амши-Шара. 6 октября в Дамаске состоялось торжественное открытие посольства Республики Абхазия. На церемонии присутствовали заместитель председателя Совета министров, министр иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирийской Арабской Республики Валид Аль-Муаллем, аккредитованные в Сирии послы Российской Федерации, Венесуэлы и Кубы. Открывая мероприятие, посол Абхазии в Сирии Баграт Хутаба отметил богатую многолетнюю историю взаимоотношений двух стран. Наша диаспора в Сирии на протяжении веков принимала участие в развитии сирийского арабского государства и в обеспечении обороны и безопасности страны. Благодаря общим усилиям мы и впредь будем поддерживать и развивать эти взаимоотношения, подчеркнул посол. В своей приветственной речи руководитель администрации президента Абхазии Алхас Квициния отметил, что открытие посольства Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике стало историческим событием и важным шагом в развитии отношений между двумя государствами. Алхас Квициния подчеркнул, что Абхазия высоко ценит этот шаг руководства Сирии и выразил уверенность, что отношения между странами будут развиваться в духе взаимного уважения и сотрудничества. Глава МИД Абхазии Даур Кови отметил, что в последние годы проводилась активная работа, направленная на создание условий для прямых контактов с представителями сирийского руководства. Все эти меры привели к тому, что между странами официально установлены дипломатические отношения. Даур Кови выразил надежду, что эти отношения будут развиваться не только в политической плоскости, но и во всех других направлениях. Открытие посольства Республики Абхазия в Сирии является важным событием во внешнеполитической деятельности нашей страны. Несомненно, это послужит укреплению сотрудничества между странами, говорится в комментарии президента Абхазии по случаю официального открытия дипломатического ведомства в Сирийской Арабской Республике. Аслан Джани от имени народа Абхазии выразил благодарность президенту Сирии господину Башару Аль-Асаду за историческое решение по признанию независимости Республики Абхазия. Глава абхазского государства также выразил надежду на скорое личное знакомство и обсуждение дальнейших перспектив взаимовыгодного сотрудничества между странами. Между Абхазией и Сирией подписано межправительственное соглашение об отмене визовых требований для владельцев дипломатических или служебных паспортов. Подписание документа состоялось 5 октября в рамках встречи абхазской делегации с заместителем председателя Совета министров, министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирии Валидом Аль-Муаллемом. В рамках программы пребывания в Сирии также состоялась официальная встреча президента и вице-президента ТПП Абхазии Тамилы Мирсхулава и Астамура Гагуля с вице-президентом промышленной палаты Дамаска Луаи Нихлави. Руководству торгово-промышленной палаты Абхазии вручили официальный документ на право пользования помещением торгового дома Абхазии. Во время встреч с сирийскими коллегами обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества на долгосрочной основе, развития экспортно-импортных операций в целях увеличения товарооборота между Абхазией и Сирийской Арабской Республикой. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 247 граждан. Диагноз COVID-19 подтвержден у 103 из них. На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 134 человека, из них 127 подтвержденных на COVID-19 пациентов. В тяжелом состоянии 20 человек, средней степени тяжести 45, выписано 15 пациентов. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 1868 человек. Выздоровело 655 человек, 15 летальных случаев. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения. Известный абхазский политический и государственный деятель Леонид Лакербая, один из тех, кто переболел коронавирусом. Больше 2 недель он был пациентом Гудаутского госпиталя. Сейчас Леонид Иванович уже выписан и находится дома. Руководитель АГТРК Ирина Агарба пообщалась с ним по телефону. Взгляд изнутри о жизни в ковид-центре от Леонида Лакербая сразу после новостей в программе «Амши-Шара Яцу». 6 октября исполнилось 28 лет со дня освобождения Гагры и Гагрского района от войск Госсовета Грузии в период Отечественной войны народа Абхазии. Наступательная операция по освобождению Гагрского района началась рано утром 2 октября 1992 года. В этот же вечер в 19 часов 30 минут город был полностью освобожден от врага.
Под Гагрой были разгромлены отборные грузинские батальоны. 6 октября в 6 часов 40 минут государственный флаг Абхазии уже развивался на российско-абхазской государственной границе по реке Псо. Гагрский район был оккупирован войсками Грузии 48 дней и ночей. Но именно Гагрская победа оказалась первой в ходе Отечественной войны народа Абхазии. Президент Аслан Бжаня поздравил жителей Гагрского района и всех граждан Абхазии с 28-летием освобождения Гагры от грузинских оккупантов. В поздравлении говорится: 6 октября 1992 года абхазские ополченцы одержали победу, сыгравшую знаковую роль в освобождении всей территории Абхазии от оккупантов. Победу, имевшую не только военное, но и огромное моральное значение. Под контроль была взята вся западная часть Абхазии, что дало возможность решать важные задачи военного и гуманитарного характера. Противник, который многократно превосходил в живой силе и технике, не смог устоять перед натиском жаждущих освободить родную землю абхазских ополченцев. В день освобождения Гагры и Гагрского района мы вспоминаем бойцов, отдавших свои жизни за свободу Родины. Вечная слава героям, защитникам Отечества. В Гагре прошли памятные мероприятия, посвященные 28-й годовщине освобождения города и района от грузинских оккупантов. Традиционно они начались с возложения цветов к мемориалу славы и памятнику первому президенту Абхазии Владиславу Арзанба. В церемонии возложения приняли участие ветераны войны, матери погибших защитников Отечества, руководство районной администрации, общественность. В честь 29-летия таможенной службы Абхазии указом президента Аслана Бжаня несколько отличившихся сотрудников награждены нагрудными знаками «Отличник таможенной службы» и «Почетный таможенник». Очередные звания «Полковник» присвоены Гураму Инапшва и Джамалу Цейба. Ахрила Квитава присвоено очередное звание «Генерал-майор». Сотрудников ГТК в торжественной обстановке поздравил вице-президент Бадра Гунба и вручил им награды. Среди награжденных и заместитель начальника отдела по борьбе с таможенными правонарушениями и оперативного реагирования таможенного управления ГАЛА Рамаз Ходжава. Огромное спасибо всем. Дай Бог, чтобы оправдали все надежды, возложенные на нас. Очень много работы, много делов. Предстоит еще больше сделать надо. От всей души поздравляю коллег своих, сегодня кого наградили. Желаю успехов, благополучия в нелегкой работе, семьям и с родными. Всех благ, всего хорошего. Директором Центра стратегических исследований при президенте Абхазии назначен Вячеслав Чирикба. Соответствующий указ подписал президент Аслан Бжаня. Вячеслав Андреевич Чирикба – доктор филологических наук, профессор, действительный член Академии наук Абхазии. Старший научный сотрудник отдела кавказских языков Института языкознания Российской академии наук, заслуженный деятель науки Абхазии. В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Абхазии консульский отдел посольства России временно ограничивает прием посетителей. Об этом сообщается на страничке посольства в соцсети Facebook. Со 2 октября по 6 ноября будет производиться исключительно выдача готовых заграничных паспортов, как 5-летних, так и 10-летних. Другие консульские услуги оказываться не будут. Справки по срочным вопросам можно получить по телефону 226-03-91 или по электронной почте russempsukhum@mail.ru. Сотрудниками подразделения уголовного розыска МВД совместно с СГБ установлены подозреваемые в совершении похищения гражданина Саселя, имевшего место 5 сентября в селе Речх Ткварчалского района. Объявленный в розыск Харчилава Умар Надарьевич, 1962 года рождения, уроженец села Дихазур Гагалского района. По оперативным данным, Умар Харчилава является лидером преступной группы, занимавшейся тяжкими и особо тяжкими преступлениями на территории Галского района, в числе которых разбой и похищение людей с целью выкупа, участие в террористических актах в отношении правоохранительных органов Абхазии, а также обеспечение контрабандной деятельности через абхазско-грузинскую границу. Установлены и объявлены в розыске еще 2 подозреваемых члены преступной группы. Сын Умари Харчилава Малхази Умарович и житель села Хяцха Галского района Аблотия Бадри Гививич. Данные еще 2 фигурантов по уголовному делу в интересах следствия пока не разглашаются. Как ранее сообщалось, 23 сентября потерпевший Джамали Суселя был освобожден. 5 октября в Абхазском государственном университете возобновился учебный процесс. На том, в каком режиме будут проходить лекции в АГУ и о графике занятий в нашем следующем репортаже.
Нет ничего лучше, чем каждый день приходить в родной вуз и обучаться выбранной профессии, говорят соскучившиеся по лекциям студенты Абхазского государственного университета. Мы очень рады, что мы встретились с нашими друзьями и также то, что проводятся лекции вживую. Также мы все соблюдаем все санитарные нормы, дистанцию соблюдаем в масках, также сидим по одному человеку, также проветриваем комнату. То есть мы очень рады, что мы ходим, и мы хотим также дальше продолжать учебу и надеемся, что этот вирус уйдет. Вот мы начали лекции на этой неделе. Мы очень рады, потому что долгое время у нас не было лекций в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Поэтому очень рады встретиться с однокурсниками, с учителями, с нашими лекторами. В онлайн-режиме у нас были проведены лекции, но это все равно не то. Мы хотим вживую это все. Значит, мы в аудитории сидим в масках, соблюдая социальную дистанцию. Это, правда, очень сложно, потому что у нас лекции проходят по часу в масках. Неудобно, но приходится терпеть, чтобы не заразить других, чтобы, во-первых, обезопасить себя, а уже в дальнейшем наших близких. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в республике учебный процесс в Абхазском государственном университете начался в непривычном режиме. 21 сентября двери образовательного учреждения распахнулись лишь для первокурсников. Первые в аудиторию заполнили первокурсники. Их 620 человек. И это правильно, потому что в онлайн-режиме не научить первые курсы вузовским требованиям, основа обучения которых по госзаказу или платно будет решаться по результатам экзаменов первого семестра. Экзамены будут принимать комиссии. Постепенно по составленному графику руководство университета стало приглашать на занятия и студентов других курсов. Чтобы избежать массового скопления, для каждого факультета и курсов организовано разное расписание. Важно отметить, что теперь студенты занимаются и по субботам, а некоторые переведены на онлайн-обучение. Есть группы старших курсов, историки, а также педагогический факультет, журналисты, экономисты и ряд других направлений, которые обучаются в онлайн-режиме. Есть группы, у которых занятия проходят на базе, у нас базовые кафедры есть в ЭПИТе, кафедры есть в Институте экологии, а также в Институте гуманитарных исследований. Ректорат Абхазского государственного университета строго следит за состоянием здоровья студентов и преподавателей, а также соблюдением санитарных норм. Еще в августе текущего года в АГУ была проведена экспресс-диагностика на COVID-19 всех сотрудников образовательного учреждения. Это исследование было проведено по инициативе кафедры экспериментальной биологии и медицины совместно с штабом по борьбе с коронавирусной инфекцией при поддержке нашего Минздрава. Тесты были нам предоставлены. Обследование проводили выпускники кафедры, то есть не студенты, а те, кто уже закончил, мы их просто привлекли как волонтеров для этой работы. При обследовании коллектива, в принципе, активных форм выявлено не было, но были выявлены люди, которые перенесли эту инфекцию. Ранее они не знали об этом, то есть подозревали, но точного подтверждения у них не было. В АГУ все еще остаются студенты, которые не приступили к занятиям, так как некоторые курсы сейчас находятся на самоизоляции. Гугуца Вардания, Тимур Гогохи, Абхазское телевидение. Глава администрации города Сухум-Беслан-Эшба обсудил с директорами столичных школ эпидемиологическую ситуацию. Встреча состоялась в управлении образования. Смотрите репортаж пресс-службы Сухумской городской администрации. Мэр Сухума Беслан Эшба хотел из первых уст узнать о ситуации в школах в связи с пандемией, о том, как проходит образовательный процесс. Он поздравил учителей с их профессиональным праздником, отметил, что в это сложное время учителя проводят большую работу по воспитанию подрастающего поколения. Хочу от души вас поздравить с профессиональным праздником Днем Учителя, который прошел вчера. В это сложное время вы делаете большую работу, мы все это понимаем, понимает это руководство. Поэтому вот сегодня попросили вас собраться в таком составе, чтобы обсудить, как нам дальше быть, как работать и что можно еще сделать в образовательной системе для того, чтобы, как говорится, сохранить то, что у нас есть, и дальше развивать.
Начальник управления образования администрации Сухума Станда Таркила отметила, что каждый день мониторится ситуация в школах, руководители дают информацию. В этом году администрация города выделила дополнительные средства для увеличения штатных единиц в школах. А Станда Таркила отметила, что благодаря этому во многих школах удалось укомплектовать классы по нормам. Даже в больших школах, где всегда у нас за 27 лет шла борьба по укомплектованию первых классов по нормам, то я считаю, что в этом году у нас это действительно получилось. Увеличили за счет администрации, то, что вы нам дали возможность увеличить штаты и так далее. 8 классов мы увеличили за счет того, что мы разделили параллели. Руководители школ дали информацию по посещаемости. Они отметили, что в общеобразовательных учреждениях соблюдаются все меры предосторожности. Регулярно проветриваются классы, но есть родители, которые боятся отпускать детей в школу. По словам руководителей школ, больше пропускают старшеклассники. Учителя говорят, что, учитывая ситуацию с коронавирусом, заставлять родителей пускать детей в школу они не вправе. В основном в сухумских школах нет больных ковидом детей. Были случаи заболеваний учащихся или их родителей, но это происходило вне школы. Порой сложно бывает с родителями работать, потому что у некоторых паника. Некоторым, мне кажется, может, сами эту панику разводят, но приходится с ними общаться, объяснять им и так далее. Из всех детей у нас заболело ковидом 3 детишек, но они не в школе заразились, они заболели дома, потому что мама и папа у них заболели. Они на карантине, классы тоже были на самоизоляции, уже вышли эти классы, нормально все. Ни один педагог у нас не болел, техперсонал не болел. Всего лишь одна родительница приболела, это было 3 недели назад, ее сын на самоизоляцию в школу не ходит. Директора школ считают нежелательным объявление карантина. По их словам, с трудом в течение месяца привыкали к сокращенным урокам. В старших классах они длятся 35 минут, а в младших – 30. Самих школьников трудно было усадить за парты после месяцев ограничительных мер. Здравствуйте, дети! До свидания, дети! Урок закончился. Это очень тяжело было, этот сентябрь. Мы только адаптировались, мы только что-то успеваем за урок. И объяснить, и спросить, и опять отправить, мы получим необразованную нацию. Нам это надо. Все учителя против закрытия школы, потому что в течение месяца работая, очень сложно было в начале года усадить детей, привести в порядок, приучить их к тому, чтобы домашнее задание не выполняли. Вот, поэтому, я думаю, будем идти так, как мы идем, работая на сегодняшний день. Такого же мнения придерживается главный специалист управления образования Марина Аршпа. Она считает, что детей в школе научат не бояться таких ситуаций, как сейчас происходит с коронавирусом. Школы закрывать нельзя. Нельзя на карантин закрывать, потому что дети наши привыкнут не работать. Если они будут приходить в школу, мы их научим и не бояться. Мы их научим противостоять вот таким вот ситуациям. Мэр Сухума Беслан Ишпа поблагодарил руководителей школ за проявление высокой ответственности за будущее поколение. Он отметил, что при принятии решений руководство страны будет принимать во внимание мнение педагогов. Хочу вас всех поблагодарить за такую позицию, за проявление высокой ответственности за будущее поколение нашей страны. Детей надо спасать. Имея такие большие люфты во времени, когда не проводились никакие занятия, и сейчас тоже обрывать этот процесс, с точки зрения образования, я понимаю, что этого делать нельзя. Как поступать сейчас? Дождаться каникул и не закрывать школы, а дальше покажет, да? То если вы согласны все с этим решением, я с таким предложением буду докладывать премьер-министру, президенту о том, что по городу Сухум руководители школ контролируют ситуацию, и на сегодняшний день нет острой, так скажем, необходимости закрывать школы. На встрече было отмечено, что ситуация в школах будет отслеживаться ежедневно, и по ней будут приниматься соответствующие решения. Мадина Абганба, Давид Авицба, пресс-служба администрации города Сухум. В республике продолжается борьба с коричнево-мраморным клопом. По поручению Министерства сельского хозяйства созданы 22 бригады с привлечением специалистов машино-тракторных станций, которые вот уже 2 месяца проводят лечение сельхозугодий. На сегодняшний день обработано порядка 15 гектаров. Наиболее эффективным способом борьбы с клопом является механический сбор насекомых. За прошедший год населением вручную было собрано более 5 тонн вредителей. С ноября Минсельхоз возобновит механический сбор вредителей. За 1 килограмм клопов будут платить 1000 рублей.
В последние дни они активизировались вот во всех селах, обращение людей. Мы проводим работы, профилактически проводили. Когда мы проводили борьбу против белой бабочки, то же самое мы туда вот вмешивали вместе с препаратом и от коричневого мраморного клопа. Но, тем не менее, сегодня не то, что появились, вот предпоследней фазы мы созданы бригады, вот 22 бригады на базе МТС, они работают. В конце месяца уже это начало будет, объявлен сбор, и по мере необходимости будет выезжать та же комиссия или другая комиссия, которая будет создана, и принимать, и оплачивать вот, для дальнейшего уничтожения. 4 октября в Сухуме, в здании, где ранее располагалась усадьба Шапошникова, открылась выставка абхазской художницы Эмилии Киут. Поздравить художницу с этим событием пришли ее друзья, родные и любители изобразительного искусства. Репортаж Шазина Ханагуа. Больше 30 ярких работ Эмилии Киут составили экспозицию под названием «Африка». Это первая персональная выставка художницы, которую она посвятила своей маме. По профессии Эмилия Киут – преподаватель английского языка, но с юных лет она пишет картины. Как говорит Эмилия, в том, что она стала художницей, отчасти заслуга ее мамы. 18 лет я начала рисовать. И непосредственно, то есть я научилась рисовать от мамы. Мама, то есть она меня обучала, она говорила, это так, это нет. То есть подсказывала, как сочетать цвета. Эмилия Киут неоднократно принимала участие в республиканских и национальных выставках. Африка всегда привлекала ее своей экзотикой. А побывав однажды в Египте, Эмилия решила посвятить этой теме цикл своих работ. Африка меня всегда привлекала, я так могу сказать. Африка многогранна, Африка самобытна. И мне вообще очень нравятся африканцы, у них очень интересные лица. И я задумалась как-то, вот, что мне захотелось нарисовать африканку. И я начала изучать, что у каждого художника в своем творчестве обязательно есть африканская тема. И вот с одной работы у меня это пошло. Над картинами, которые были представлены на выставке, Эмилия Киут работала 3 года. Большинство из них находятся в частных коллекциях. Посетители выставки с большим интересом рассматривали картины и делились своими впечатлениями. Очень приятно, что ее можно даже приобрести. Я спросила у художника, и, скорее всего, я ее заберу. Потому что она достаточно интересная, напоминает такой и грусть, и радость, все в одном лице. Потому что я так думаю, если бы художнику было грустно, она бы яркий, она просто не подарила бы этой картине. Она сочная, она интересная, в ней заложена, наверное, какая-то интрига, можно сказать. Так что картина заслуживает внимания. Меня полностью все вдохновило, все эти картины. Просто я, конечно, знаю ее, и она выразила всю свою любовь в этих картинах. Но особенно мне понравилась эта картина. Со своей стройностью она какую-то любовь изображает и вдохновила. Выставку Эмилии Киут посетил известный русский писатель Анатолий Ким. Я вижу, что она с огромной любовью в душе открыла для себя эту Африку. И в этих картинах отражена ее именно самое-самое истинное отношение к Африке. Но в этих картинах меня еще очень важным кажется, что она увидела в людях через портреты их огромную значимость. Следующую выставку своих работ художница планирует посвятить Японии. Шазина Ханагуа, Инала Гухава, Абхазское телевидение. С 7 по 9 октября в Сухуме пройдет 6-й международный фестиваль культуры Фазиля Искандера «Стоянка человека», организованная Министерством культуры и Международным фондом культуры Фазиля Искандера. Фестиваль откроется 7 октября в 19 часов в Государственном русском театре драмы предпремьерным показом художественного фильма по рассказам Искандера «Детство Чика». Во второй день, 8 октября, совместно с администрацией города организаторы фестиваля проведут презентацию нового сборника стихов Искандера «Звездный камень».
и беседу о творчестве и сохранении наследия Фазили Искандера в Абхазии. Мероприятие начнется в 14 часов на набережной Махаджиров на месте утраченной читальни. Фестиваль завершит свою работу 9 октября ежегодным конкурсом «Грушевый компот». 6 и 7 октября маршрутная линия троллейбусов «Новый район Рынок» не будет функционировать в связи с соединением троллейбусной линии с улицы Арзенба на улицу Абазинская. Эта мера связана с ремонтом коммуникационных сетей. На время проведения работ маршрут троллейбусов «Новый район Рынок» будет проходить по улице Айтглара с выездом на улицу Арзенба и далее по нынешнему маршруту по улице Абазинская. Для проведения троллейбусной линии по улице Айтглара потребуется около месяца, поэтому администрацией Сухума принято решение о продлении пути троллейбусов данного маршрута до района Турбазы. Там троллейбусы будут разворачиваться на улицу Акиртава и далее по линии Тхубун-Рынок пойдут до улицы Абазинской и затем по старому маршруту направятся в Новый район. В течение 2 дней Департамент по организации дорожного движения планирует провести необходимые работы для переброски линии с улицы Арзенба на Абазинскую и для кольцевого разворота троллейбусов на Турбазе. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в среду в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 13-18, днем 22-27 градусов. Температура морской воды 24 градуса. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.